Хроника тюркско-татарских государств. Рассвет, упадок, возрождение. В книге рассматриваются причины появления, расцвета и гибели тюрко-татарских государств. Сделана попытка выявления основных фаз исторических процессов на евразийском пространстве. Дан краткий обзор многочисленных тюркских государств с древнейших времен до сегодняшнего дня. Выпуск 40. Сибирский юрт. Сибирское ханство. 15-16 века. Период становления Золотой Орды власть над территорией будущего сибирского юрта получили шайбаниды. Эти земли относились к правому крылу улуса Джучи. По данным Абул-Гази, Бату-хан в 1238 году выделил Шибану для кочевья обширный удел на Южном Урале и в Казахстане с напутствием. Юрт, в котором ты будешь жить, будет между моим юртом и юртом старшего моего брата Ичена. Летом ты живи на восточной стороне Яика, Урала, по рекам Иргиз-Сувук, Орь и Лек до горы Урала. А во время зимы живи в Аракуме, Каракуме и по берегам Сырдарьи, при устьях рек Чуйсу и Сарысу. Конец цитаты. Первоначальные владения Шибана охватывали территорию Южного Урала и Западного Казахстана. Затем были присоединены земли современного Казахстана и Западной Сибири. Именно Шейбанидское ханство стало основой для последующего формирования Тюменского, Сибирского, Узбекского, Бухарского и Казахских ханств. Основателем сибирского юрта или государства кочевых узбеков стал Шейбанид Хаджи Мухаммад, провозглашенный ханом в 1421 году. Территориально ханство граничило с Персской землей, Казанским ханством, Ногайской ордой и Телеутами. Население государства шейбанидов называлось узбеками без этнической привязки. Летописец Фазлаллах ибн Рузбехан Исфахани разделил узбеков на три группы: узбеков-казахов, узбеков, относящихся к улусу Шибана, и мангитов. Три племени, писал он, относят к узбекам, кое суть славнейшие во владениях Чингисхана. Одно шибаниты и его ханское величество Мухаммад Шибани-хан. После ряда предков был и есть их повелитель. Второе племя – казахи, которые славны во всем мире силой и неустрашимостью. И третье племя – мангиты, из них цари астраханские. Один край владения узбеков граничит с океаном, другой с Туркестаном, третий с Дербентом, четвертый с Хорезмом и пятый с Астрабадом. Конец цитаты. Термин «узбек» приобрел этническое значение только в XVI веке, после завоевания Мухаммад Шибани-ханом Аверанахра и создания узбекского государства с центром в Бухаре. В структуре государства важную роль играл институт под названием Диван. Он возглавлял своеобразную группу советников, готовившую для хана информацию по определенным вопросам. Верховный кази ведал религиозными и судебными делами. В источниках упоминаются должности советников по разным вопросам. На завоеванные территории назначались правители, получившие звание даруга, как собирателя налогов. Управители городов Центральной Азии носили звание хакима. Важную роль в государстве играло войско, сохранившее традиционный для татаро-монгол строй и принципы. Оно в основном состояло из ополчений племен и делилось на правое и левое крыло. Часть войска составлял передовой отряд Хараву и разведку. Государство сибирских шейбанидов 1446 начало XVI века, созданное после откочевки узбекских шейбанидов на юг, называют Тюменским ханством.
Середина 1450-х годов стала временем кризиса для шейбанидского государства. В 1455-56 годах от государства отделились кочевники, которые вошли в историю как узбек-казаки или казахи, подчинявшиеся Чагатаиду и Сабукахану, правителю Моголистана. В 1563-1598 годах государство сибирских шейбанидов находилось в зависимости от шейбанидов Бухары. Завершающий период истории династии, первая треть XVII века, характерен безуспешной попыткой восстановить свою власть в Западной Сибири. Такие претензии выдвигались вплоть до 1660-х годов. Конец выпуска. Продолжение следует. Давам и бар.